الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В среду на уроке вечером после Иша намаза в этой мечети была лекция, как обычно у нас происходят лекции регулярно, и была лекция, касаемая праведного сердца, кальбун салим. И Аллах Тааля в Коране сказал нам, в тот день, то есть в судный день, не помогут человеку ни его имущество, ни его потомство, его дети, его внуки и так далее, кроме тех людей, кто придет ко Всевышнему Аллаху с праведным сердцем, кальбун салим. И на последнее, о чем мы с вами говорили, это то, что верующий должен стремиться к тому, чтобы обезопасить свое сердце от различных болезней, от различных испытаний, обезопасить свое сердце от черствости. Именно потому, чтобы в судный день оказаться среди тех, кто преуспел. И поэтому самое важное, конечно же, человек в этом мире должен стремиться к благополучию, к безопасности, должен избавляться от различных болезней, не подвергать себя опасности, не вести самого себя к какой-либо опасности. И в первую очередь, самое главное для него, он должен заботиться о чистоте сердца. Чтобы его сердце было праведным, чтобы его сердце было здоровым и его сердце, чтобы было чистым. И Аллах Тааля сказал, кроме тех людей, кто придет с кальбун салим. Сердце здоровое, сердце праведное, сердце чистое. И когда ученые дают комментарий, толкование этому аяту, кальбун салим, что же это подразумевается под собой, кальбун салим, какие смыслы в него входят. И ученые говорят, что ранние праведные предшественники толковали это слово кальбун салим, здоровое сердце, множеством тафсиров, множеством различных комментариев. И все они сводятся к тому, что верующий должен стремиться к чистому сердцу, а именно он должен стремиться к тому, чтобы его сердце, во-первых, было очищено от любого ослушания Всевышнего Аллаха. Чтобы его сердце было полностью направлено ко Всевышнему, именно в вероубеждениях. Чтобы не было у него никаких сомнений относительно божественности Всевышнего Аллаха, относительно того, что Он является Создателем, и все Его качества, все Его имена, которые указывают на величие Господа, и о которых мы слышим и в Коране, и в сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, относительно этого не должно быть каких-либо сомнений. И все эти сомнения он отвергает, отдаляет от себя. Также он должен, верующий, который стремится к чистому сердцу, чтобы его сердце руководствовалось словами Всевышнего Аллаха, а также пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. И вот это уважаемые братья, каким образом избрать пророка руководителем своего сердца, это на самом деле очень тяжело. Почему? Потому что, когда мы говорим про поклонение, альхамдулилля, намаз, ураза и так далее, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, ученые так истолковали слова пророка, объяснили, как правильно делать и так далее, это легко, альхамдулилля. Но у нас ведь помимо поклонения, у нас есть еще бытовая наша жизнь. У нас есть какие-то мирские дела, у нас есть взаимоотношения с нашими друзьями, с нашими близкими, с партнерами, с работодателями, с рабочими нашими, которых мы наняли, с семьей, в конце концов, жена, дети и так далее. И вот здесь очень сложно бывает сохранять как раз-таки это руководство. И субханаллах, особенно когда идет разговор про деньги, как один брат выразился, про своих, получается, контрагентов, про своих, получается, партнеров, так, говорит, разговариваешь с ними, говорит, в мечети, говорит, нормально, говорит, ребята, альхамдулилля, машаллах, и борода, говорит, должны длины, и все такое, и праведный, этот. Но как только, говорит, касается речи, говорит, про деньги, превращаются, говорит, в волков. Я, говорит, в шоке был, говорит, от того, как, говорит, человек может поменяться. И на самом деле, это не является каким-то редким примером. Это очень часто встречается.
когда речь идет, допустим, о какой-либо прибыли, о деньгах там и так далее, человек сразу же меняется, и уже ему без разницы, что это действие посланник Аллаха запретил, или же то, что это является сомнительным, или же вот это является взаимоотношениями риба, он уже, как говорится, не парится. Самое главное намаз совершить по сунне пророка. Нет, брат уважаемый, не только намаз, и вся твоя жизнь должна соответствовать сунне пророка. Саллаллаху алейхи вассалям. И поэтому, когда мы начнем практиковать это не только в нашем поклонении и делать так, чтобы наше сердце подчинялось и избрало себе в руководство слова Всевышнего, слова пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, вот тогда начнется самое настоящее испытание. И вот тогда когда мы будем себе задавать эти самые вопросы, мы станем выявлять, чистое ли мое сердце или нет. Здоровое ли оно, мое сердце, или же в нем есть болезнь, от которой нужно избавиться, от которой нужно удалиться. И поэтому это, конечно же, испытание от Всевышнего Аллаха, насколько человек будет честен самим собой перед Всевышним Аллахом. И поэтому ученые сказали, и вот здесь, говорят, здоровье сердца зависит от того, насколько он избирает для себя руководителем его жизни, пророка, саллаллаху алейхи вассалям. А также здоровое сердце – это то, в котором есть любовь ко Всевышнему Аллаху. И любовь к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Упование на Всевышнего Аллаха. А также надежда на милость Всевышнего Аллаха. И чувствовать себя смиренным перед Всевышним Аллахом. А также отдаление от всего того, что может вызвать гнев Всевышнего Аллаха. И не просто отдаление, но даже чувствовать неприятие своим сердцем. То есть, когда человек, допустим, иногда, в своих грезах, в своих мечтах, допустим, он может отстраняться от какого-либо греха, но он иногда вспоминает об этом, думает и облизывается. Слюни текут там и так далее, да? Нет, это признак болезни. То есть, твой отказ от какого-либо запретного, он не только должен снаружи проявляться, он и в сердце тоже должен быть. Он и в сердце тоже должен быть, и сердце должно испытывать неприятие к тому, что Аллах Тааля запретил. И вот это вот тогда уже будет явным признаком того, что человек идет к исправлению. А также, когда мы говорим неприятие ко всему тому, что Аллах Тааля запретил нам различные действия, слова или же дела, которые могут выполняться нашим телом, нашими органами осязания, ногами, руками, глазами, головой и так далее. Но это еще не все. То есть те запретные действия, это еще не все. Также есть еще запретные действия в убеждениях. Когда человек упорствует в различных нововведениях и не пытается избавляться от этих самых нововведений. Это тоже ведет к тому, что Аллах Тааля это запретил. Аллах Субханаху ва Тааля, когда говорит про нововведение, он сказал аят, который был ниспослан в конце жизни пророка, саллаллаху алейхи вассалям. В день, когда посланник Аллаха был в прощальном хаджи и говорил свою прощальную хутбу. Он ниспослал ему слова «Аль-яума акмальту лакум динакум». Сегодня я для вас завершил вашу религию. «Ва атмамту алейкум ни'мати» и сделал для вас полной мою милость. «Варадиту лакумуль ислама дина» и стал довольствоваться для вас религией ислам. И когда этот аят слышали представители иных религий, они говорили сподвижникам, если бы нам не спаслался этот аят, мы бы праздником, говорят, сделали бы этот день. И поэтому Аллах Тааля более чем ясно излагает и говорит, сегодня я для вас завершил религию. И поэтому любые какие-то новые действия, новые поклонения, которые не были известны пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, о которых он не говорил, это уже является, как будто этот человек говорит, нет, о Аллах, не завершена религия. Она несовершенна. В нем есть какой-то недостаток. Вот я сейчас прочитаю 100 ракаатов намаза какого-нибудь, и вот тогда вот религия моя будет полной. Вот я вот здесь вот сейчас буду поститься конкретно, месяц, 2, 3, 4, и вот тогда вот она будет полной. И поэтому верующий должен остерегаться от нововведений, от всех действий, которые Аллах Тааля запретил и которые приводят к его гневу. И вот это вот тоже будет как раз таки признаком того, что идет человек к оздоровлению, когда он пытается это избегать и своим сердцем чувствует к этому неприятие. И поэтому ученые сказали, таким образом, сердце –
верующего, праведное, здоровое сердце должно подчиниться Всевышнему Аллаху во всех словах и во всех делах. И когда они говорят про слова, какие же это могут быть слова, они делят это на два вида. Слова сердца. И под словами сердца они подразумевают убеждение верующего. 6 столпов имана, да, убеждение, которое пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, ясно выразился, нам все это сказал, да, вера во Всевышнего Аллаха, вера в ангелов, вера в пророков, в Писание, в судный день, вера в предопределение, да, вот это вот все является убеждениями верующего, и верующий это должен принять. Быть смиренным и не испытывать каких-либо сомнений относительно этого. Значит, убеждение человека в его сердце это являются словами его сердца. Также слова его языка. Это то, что человек в своем сердце проявляет на своем языке. Когда мы говорим слова языка человека, это то, что он произносит своим языком. Это поминание Всевышнего Аллаха, это дуа, обращению ко Всевышнему Аллаху, это чтение Корана и иные поклонения, которые совершаются через уста человека. Так вот, и нужно задать себе вопрос, а насколько часто от меня это выходит? Ведь по сути, все, что выходит из моего рта, это проявление внутри меня самого. Даже ученый, имам Абу Ханиф об этом говорил, да, пока, говорит, человек ничего не скажет, ничего не проболтается, говорит, да, ни единого слова, понять о нем, кто он, что он, понять невозможно, говорит. Как только он что-нибудь сболтнет, одно слово, предложение там, или какое-то общение, сразу становится понятно, какой высоты, какого полета человек, кто он, что он, какие у него убеждения и вообще, что он из себя представляет как человек. Становится ясно. И поэтому есть прямая взаимосвязь между сердцем, между нутром человека, между его верой и между его словами. И поэтому очень печально видеть братьев, которые, альхамдулилля, приходят на намаз. Ну, сестер уж я не знаю, уж как бы особо их так не вижу, да, но в мечети братья. И на намазе, альхамдулилля, в мечети, да, при разговоре там и так далее. Но как только становятся какие-то критические моменты ситуации, или же, допустим, у него пар из ушей идет, да, немножко гневается там и так далее, сразу же проявляется вот эта вот чернь, да. И там и мат, там, допустим, там, да, и какие-то неоправданные наезды на человека, да, угрозы там и так далее. Все, что было вот это вот в мечети, оно все вмиг улетело, как будто туман рассеялся, и все. А потом остывает, я не знаю, там, да, или же на следующий намаз приходит, и опять возвращается, как бы, альхамдулилля, машалла и так далее. И поэтому я это говорю не для того, чтобы мы вот так вот пальцем ходили, да, там тыкали, он точно, про него Хазрат сказал. Нет, вот про него точно Хазрат имел в виду. Нет. Я это говорю для того, чтобы мы сами себе задавали вопрос. Что я говорю, что от меня исходит, когда наступают какие-то критические моменты. Я исправляюсь ли, мой намаз на меня влияет ли, мое чтение Корана, мои зикры, утренние, вечерние, мои поминания Аллаха, влияют ли на мой язык. И поэтому, если мы себе зададим вопрос, и окажется так, то, что я, оказывается, где-то шалю, где-то там, допустим, там от меня что-то вырывается, значит, есть поле для работы над самим собой. Значит, мое сердце нуждается в выздоровлении. И ничего страшного в этом, что человек принял свою ошибку и узнал об этом, да? Должен стремиться к этому. То есть, если он понял то, что в нем есть какой-либо недостаток и работает над этим, это уже первый шаг к оздоровлению, к избавлению от этих грехов. Далее ученые сказали, что следующее – это деяние сердца. Каким образом наше сердце может что-то делать? Это говорит, когда человек, его душа, его сердце проявляют любовь ко Всевышнему. Когда они принимают все желания и решения Всевышнего Аллаха. Когда человек испытывает какую-либо неприязнь или какой-либо дискомфорт от того, что гневит Всевышнего Аллаха. То есть вот эти вот переживания, да, которые направлены на довольство Всевышнего Аллаха, или же которые стремятся избавить человека от гнева Всевышнего Аллаха, вот этого, говорит, является как раз таки проявлениями действий сердца. Ну и четвертое, о чем они говорят, это говорит, что от сердца исходит, это уже, говорит, деяние тела человека.
То, что он снаружи себе показывает, что он делает своими руками, ногами, органами осязания, ушами, языком, глазами там и так далее. То, что у него снаружи проявляется, это, говорит, тоже является деяниями частей тела. И тут опять-таки то же самое. Прямая взаимосвязь именно с сердцем. Многие люди любят оправдываться. Самое главное, говорит, внутри, да, а то, что я там снаружи что-то не делаю, да, это ничего. Мне, говорит, сердце самое, говорит, главное, хорошее. Зато ул яхшыды, ул кишлерни сукмейди, ул ди кишлерни матур сөйлешеді бейтелер бізде халықта. Это на самом деле, это, как сказать, это оправдание, которое не имеет под собой основы. Почему? Опять-таки, что внутри человека, то обязательно проявится наружу. И если снаружи это не проявляется, значит это является показателем того, что там огромная, большая болезнь или даже, может быть, Аллах сахласан, черная дыра. И поэтому, когда человек, совершая грех, и ему говорят об этом грехе, слушай, абзый, апа, это же грех, это же нельзя так совершать. Самое главное здесь, говорит, самое главное здесь. Нет. Было бы здесь, проявилось бы там. Но там не проявляется. И поэтому пусть Аллах Тааля защитит нас от подобных обольщений. Пусть Аллах Тааля сделает так, чтобы наше сердце, наш язык и наши деяния, ими был доволен Всевышний Аллах, и чтобы в судный день Он собрал нас воедино в райских садах. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.